Спектакль «Мозгорой» поставлен на гагаузском языке на основе пьесы Тодора Занет. Постановка отображает быт, традиции и поверья гагаузского народа и предоставляет зрителю возможность прочувствовать аутентичную атмосферу, в которой жили предки гагаузов. О том, как появилась идея написать пьесу, рассказал автор Тодор Занет. Идея была давно, но никак не мог собраться. Потом, когда объявил Управление культуры в связи с законом о развитии гагаузского языка конкурс, вот тогда сел основательно и решил, что нужно всех гагаузских героев сказок показать. И я думаю, что удалось. Отличная костюмированная постановка, волшебный и сказочный сюжет из глубин веков гагаузской культурной традиции. Так оценили пьесу зрители. Очень понравилось. Очень приятно, что наша гагаузская культура процветает. Очень приятно нам, что мы слышим на гагаузском языке эти все пьесы. Даже недавно тоже видели, в интернете видела тоже одну пьесу. Очень красиво, очень оригинально придумали, молодцы. Мы благодарим всех актеров и режиссеров за такой прекрасный спектакль. Пьеса очень красивая, звуковые эффекты завораживают. Были моменты такие, что ребята сидели тихо-тихо, но потом, когда был такой звук, они все испугались, но потом увидели, что все нормально. Мне понравился, было интересно и смешно. Ты все поняла? Частично. Спектакль был очень интересный, все было на высшем уровне и очень интересно. Я пыталась слушаться, и было все хорошо. Спектакль «Смешные жеманницы» поставлен по мотивам легкой и веселой одноименной комедии Мольера. Эта пьеса одна из самых развлекательных в творчестве выдающегося французского драматурга. Сюжет актуален на все времена. Столичный воздух вскружил двум жеманницам голову. Они начинают кокетничать с представителями высшего света и постепенно забывают о женихах. Оскорбленные юноши принимают решение отомстить ветреным особам. Подобрали материал с Михаилом Дмитриевичем, с ребятами и в общем-то, осуществили. А насколько успешно, но это уже зрительская история, да, то есть нам нравилось, мы делали все это с огромным удовольствием, с огромной любовью и в большой кайф. Очень хохотали, смеялись, радовались на репетициях и весь труд, который ребята вложили, а это действительно серьезный актерский труд, он был для меня, по крайней мере, в удовольствие. Я очень верю, что для них тоже и играть им в удовольствие, и смотреть это тоже удовольствие. В ежегодной национальной театральной премии «Гала-премии» ЛОР принимают участие все театры, функционирующие на территории Молдовы. Национальная премия присуждается за творческие достижения театров и отдельных деятелей искусств за календарный год. Национальный театр имени Танасоглу ежегодно принимает в нем участие. И тем самым мы показываем, что мы есть гагаузский театр, есть гагаузский народ. И не только на республиканских театральных фестивалях, но и на международных театральных фестивалях мы каждый год участвуем, как в Татарстане, Башкортостане, в Турции много раз. Вот в этом году тоже планируем поехать на следующем, в июне месяце, поехать в Конью и представить спектакль «Помела», «Дорогая Помела». То есть не сидим на месте, а представляем нашу Гагаузию. Все показы спектакля Национального театра имени Танасогла проходили в строгом соответствии с необходимыми санитарными нормами. Обязательная термометрия зрителей на входе, наличие дезинфектантов и рассадка в залах на социальной дистанции. Елена Радкогла, Григорий Ставилов, Мария Казаку. Новости ГРТ.